Но мне бы хотелось бы, конечно, пожелать нашему, значит, чтобы вот как-то в гармонии все это было. И вот это поколение нынешнее, так сказать, next, поколение next, это хорошо. Это очень, во всякое время всегда говорят, ой, молодежь такая. Да нет, она во всякое время молодежь молодежью остается, понимаете? Только какой формации, это другое дело, да? Но она все равно остается молодежью. И вот как-то ее там ухаять, эту молодежь, нет, нет, это вот лично не в моем. Вот. Наоборот, хочется научить их, поделиться с ним опытом. И если эта молодежь берет от тебя что-то, вот только возрадуешься, значит, ты уже живешь и с ними хочешь вот вместе, понимаете, вот, созидать, творить, работать вот как-то в творчестве быть вот, в таком тандеме с молодежью. Вот сейчас даже, допустим, мне вот хочется, чтобы у нас в училище, да, педагоги приходили, да, молодые педагоги. Сколько я их звала сюда. Сколько, ну вот выучили всего вот раз, вот Ларису Башинову, да, выучили, мы здесь вот тоже, она там выучилась, и тут она, мы все время учимся. Мы рады, что мы уже вырастили этого педагога. Уже она достойна называться этим словом, педагог. Как ее зовут? Лариса Башинова. Потом, значит, вот сейчас Виктор Жилинский тоже. Виктор Жилинский. Тоже хорошо. Но бывало приглашали тоже наших же вот этих. Ну, видите, опять, эти работают, здесь надо работать это одержимым людям. Понимаете, которые любят именно вот отдавать, несмотря ни на что. Не надо на зарплату там смотреть. Конечно, зарплата это тоже не второстепенная, это даже первостепенная, да? Но любовь все равно к своей профессии. Это самое важное. Если ты любишь свою профессию, если ты отдаешься ей полностью, то, конечно же, финансовые, так сказать, да, финансы, они хоть и поют романсы у нас в карманах, но как-то вот восполняется, наверное, вот эта финансовая потеря, потому любую вот именно к своей профессии. Вот я писала однажды, говорю, интересно, вот кто-то там написал, что вот мы, значит, у нас в республике зарплата составляет 29 тысяч в среднем. Ну, вы, наверное, читали, нет? Да, в газете было. А я так подумала, интересная вещь статистика. Да. И очень неточная вещь статистика, потому что она берет в среднем. Это когда два человека могут получать по 2 лимона, остальные все по 5-6 тысяч, и тогда вот это все суммируется и делится на душу населения, и выходит 29-30 тысяч в среднем. Справедливо? Несправедливо. Такая математика. Я против такой математики. Я вот лично против такой математики. У вас меньше, да? Конечно. Для того, чтобы заработать эти деньги, это я должна, ой-ой-ой, сколько, 50 с лишним часов, наверное, в неделю выдавать. Это я должна, значит, работать на 2,5 или 3 ставки. Понятно. Вот. Ну, я как-то к этому, ладно, с этим. А молодежи это не нравится. А молодежи это не нравится. А молодежи это не надо. Она не пойдет здесь за 5-6 тысяч работать. Ну, кто, вот, ну, во-первых, знаете, говорит, я все время говорю, бытие определяет сознание человека, так ведь? Так раньше говорили. Но и сознание должно определять бытие. Вот они сейчас, молодежь такая, они сознают, что куда идти, там, где есть финансы. Поэтому, когда молодежь неохотно идет на наши вот эти профессии, в нашу, да, которые, в общем-то, очень тяжело поддерживаются, ну, иногда сейчас, вот сейчас более-менее, вот еще более-менее, да, вот в те-то годы просто было тяжело, действительно. Несешь двойную нагрузку, да, и копейки получаешь, ну, ладно, мы-то согласимся, я-то могу там согласиться, а вот молодой человек сам не согласился, уже наши
Мы привлекали молодежь сюда. Давайте, я вот прям сама лично в театр ходила, я говорю, ты вот и ты, и ты, и ты, потому что там практически все через мои ручки прошедшие, да? Приходите, работайте, я буду лично сама помогать и лично буду вот так сидеть. Да, придем. Пришли двое, ушли двое. Вот так. Не задержишь. А почему вы ушли? А вы меня извините, я пришел, думал, что вы деньги... Вот, он учился, он не знал, сколько... Он думал, что мы здесь много получаем. Уже столько лет проработал в театре, и потом он же не знал нашей зарплаты. А потом, когда здесь с этим столкнулся, он так говорит, Жена, а как вы здесь так работаете за такие, можно сказать, гроши? Мы-то, говорит, гроши получаем, а вы вообще гроши. А я говорю, а потому что я люблю свою профессию. Вот. Я люблю свою профессию, я люблю своих вот детей, я люблю свою школу. И вот любовь все возместит.